Демографическая ситуация в стране характеризуется снижением рождаемости, переходом к малодетным и однопоколенным моделям семьи, высокой смертностью населения трудоспособного возраста, откладыванием вступления в брак, демографическим старением населения и в конечном счете снижением численности населения страны. В отношении текущей динамики, по данным Госкомитета Республики Абхазия по статистике, численность населения Абхазии в 2024 году составила 243 711 человек. В сравнении с 2020 годом она сократилась на 1713 человек. Число родившихся среди городского населения составило 696. Число умерших – 754 человека. Естественная убыль городского населения составила 58 человек. И только среди сельского населения число родившихся превысило число умерших на 68. Таким образом, по итогам 2024 года на нулевой естественный прирост удалось выйти благодаря сельскому населению. Суммарный коэффициент рождаемости на протяжении последних 5 лет удерживается на уровне 1,38. При необходимом 2,1 ребенка на одну женщину. Это означает, что поколение детей лишь на 75% замещает поколение родителей. Средний возраст матери при рождении первого ребенка 25, при рождении второго 27 лет. Существенное влияние на негативную динамику общих показателей рождаемости в последние годы оказывают изменения в поло-возрастной структуре населения. Доля женщин репродуктивного возраста 15-49 лет в общей численности населения страны в 2024 году составила 26,5%. Еще меньше доля женщин в наиболее активном репродуктивном возрасте 20-34 года. В 2024 году она составила 12,48%. Между тем, доля граждан старше 65 лет достигла в анализируемом периоде 14,7%. По международной классификации страна считается старой, если доля населения в возрасте старше 65 лет превышает 7%. У нас более чем двукратное превышение. Сдвиги в возрастной структуре окажут значительное влияние на рынок труда и будут определять повышение совокупной демографической нагрузки на экономику. При этом ключевым вызовом для страны является не сам рост такой нагрузки, а изменение ее композиции. Более ощутимый вклад в нее пожилого населения, что предполагает соответствующую реконфигурацию социальной политики. Демографическое сжатие приводит к неминуемому снижению физической плотности населения страны и, как следствие, провоцирует на заполнение неосвоенных территорий Абхазии мигрантами из других стран, приводя к существенной трансформации этнической структуры и смене социально-культурных ценностей. Иерархия последствий демографических угроз, определенная обобщенными рисками и охватывающая существующие и потенциальные вызовы от демографической напряженности, может быть представлена следующим образом. На первом этапе утрата исторически сложившихся демографических, социально-экономических и политических позиций. На втором – утрата части исконной территории проживания. И, наконец, на третьем – утрата государственности и суверенитета как крайняя форма проявления. Предупреждая дальнейшее уменьшение численности населения, не согласующееся с социально-экономическим развитием суверенного государства, важно задать позитивные векторы и целевые установки в демографическом развитии. Именно поэтому обеспечение демографической стабильности современного абхазского государства приобретает сегодня приоритетный характер. В этих условиях государство в последнее время предпринимает усилия активизировать демографические процессы, стремясь увеличить численность населения. В августе 2025 года президентом было дано поручение Министерству социального обеспечения и демографической политики разработать межведомственную программу развития демографии на 2026 год. Программу «Жилище 26-28». Глава государства инициировал разработку концепции
модернизации системы социальной поддержки граждан, в том числе семей с детьми. В послании президента Народному собранию парламенту сохранение народа Абхазии было провозглашено высшим приоритетом. 2026 год был объявлен главой государства годом села. Несмотря на это, в Абхазии растут потери в воспроизводстве населения. Принятых мер государственными органами власти, направленных на обеспечение демографической безопасности и защиту геополитических интересов, недостаточно. Необходимо разработать национальную систему демографического развития. Ограничение целевых установок короткими периодами снижает качество стратегических решений, поскольку демографические процессы обладают выраженной инерционностью и эффектом накопительных последствий. Включение долгосрочного горизонта в демографическую траекторию является необходимым элементом устойчивой демографической стратегии. Защита демографического суверенитета требует институционального обеспечения, включающего разработку национальной программы демографического развития, нормативно-правовое поле и систему организаций, интегрированных в качестве субъекта демографической политики. Центральную роль в данной институциональной структуре занимает субъект демографической политики, без функционирования которого реализация демографического суверенитета не может быть эффективной. Анализ международного опыта обеспечения демографического суверенитета показывает, что его защита основана на развитой институционально-правовой структуре. Так, в Германии вопросы демографии и защиты семьи возложены на Федеральное министерство по делам семей, пожилых людей, женщин и молодежи. В Бельгии на Министерство демографии и общественного здоровья. В Ирландии на Департамент по делам семьи и социальной защите. Во Франции полномочия по защите демографического суверенитета делегированы разным субъектам. Министерству по особым поручениям по вопросам семьи, Высшему совету по вопросам народонаселения и семьи, Департаменту по вопросам населения и миграции. Демографический рост Абхазии возможен только при реальном увеличении социальных инвестиций. Решение демографической проблемы в Абхазии требует разработки национальной программы демографического развития на период до 2036 года и созданием государственных органов власти, ответственных за ее реализацию. Расходы по реализации национальной программы демографического развития должны составлять не менее 1–2% ВВП с четким распределением средств по статьям расходов, выделением критериев и индикаторов по эффективному расходованию средств. Национальная программа демографического развития Абхазии должна включать 3 направления: стимулирование рождаемости, поддержка семьи, улучшение здоровья, сокращение смертности населения и оптимизация системы расселения, регулирование миграции и стимулирование занятости населения. На основании вышеизложенного необходимо создать профильное ведомство Министерство демографического развития Абхазии, ответственное за разработку направлений государственной демографической миграционной политики, непосредственную реализацию, координацию и контроль деятельности государственных органов по реализации государственной демографической и миграционной политики. Целесообразно создать Совет по демографической политике при президенте Республики Абхазия с привлечением представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, ведущих экспертов и ученых, представителей бизнеса и СМИ. Функции Совета должны заключаться в выработке концептуальных положений и предложений по реализации демографической и миграционной политики, координации всех заинтересованных структур в этой области. Необходимо провести конкурс районных программ демографического развития. По его результатам выделить средства на условиях софинансирования. Эффективные демографические программы могут стать модельными и внедряться в других районах страны. Требуется проведение всеобщей переписи населения, усовершенствовать систему сбора и обработки статистической информации по рождаемости, смертности и миграции.
Нужно развивать систему сбора данных на основе новых источников информации. Важно учредить ежегодный общественно-научный всеабхазский форум по демографическим и миграционным проблемам как форму привлечения внимания к демографической проблематике и площадку для диалога власти, бизнеса, СМИ, общественности в данной сфере. В заключение хотелось бы привести слова выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломоносова в трактате о сохранении и размножении народа, что численность населения представляет собой огромное значение. И именно в населении состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в его обширности, тщетной, без его обитателей. Благодарю за внимание. Конечно, тема очень важная, а демографическая безопасность, она вообще выступает важнейшей компонентой национальной безопасности государства, как ответственная за процесс воспроизводства населения страны, как в количественных, так и в качественных показателях. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что численность населения Абхазии у нас за 10 лет увеличилась, и общий прирост составил 691 человек. Но интересный факт, на который я хочу обратить внимание, это естественные процессы воспроизводства населения и миграционные процессы. То есть у нас миграционный прирост за данный период составил плюс 1162 человека. Соответственно, у нас получается, что мы получили за это время естественную убыль населения 471 человек. То есть практически весь общий прирост, который мы наблюдаем за эти 10 лет, он был обусловлен миграционным притоком. На следующем слайде национальный состав республики. Как уже было сказано, демографические процессы у нас характеризуются низкой рождаемостью и высокой смертностью. И сложившийся под влиянием низкой рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения, а это удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков, не обеспечивает возможности ускоренного роста населения республики и приводит, как уже было выше сказано, к старению населения. Хотелось бы обратить еще на один важный момент. Это число браков в нашей республике и количество разводов. То есть вы можете увидеть, что за 10 лет у нас число браков снизилось более чем в 1,5 раза. Но при этом количество разводов увеличилось на 82%. Если сократить временной промежуток анализируемый и посмотреть по количеству разводов за 5 лет последних, то здесь рост почти в 2 раза. То есть вообще в демографической науке одним из существенных факторов, влияющих на конечное воспроизводство или, как мы говорим, конечную продуктивность брака, является возраст вступления в брак. И, к сожалению, у нас в обществе появилось убеждение, что женщина должна получить образование, сначала построить карьеру, обеспечить себе материальную какую-то основу жизни и затем только приступить к рождению детей. Однако мы должны понимать, что репродуктивный возраст женщины, хотя он и составляет у нас от 15 до 49 лет включительно, по исследованию, согласно медицинским исследованиям, фертильность женщины, плодовитость, она в возрастной группе 35-40 лет в 2 раза ниже, чем в группе 19-26 лет. Другим важным показателем демографической ситуации, конечно, является детность семьи. В соответствии с проведенным анализом мы видим, что в Абхазии у нас преобладание малодетных семей – это 1-2 ребенка, что не обеспечивает даже простого воспроизводства. Есть такое выражение, знаете, не стреляйте в пианиста. Конечно, мы при проведении любых научных исследований используем данные статистического учета. Это данные сборника «Абхазия в цифрах». Понятно, что существуют различные мнения, что данные недостоверные, цифры кривые и так далее.
Да, есть один немаловажный фактор, который влияет на численность родившихся детей, то есть учету не подлежат дети, которые родились в России. Но в общем, если проследить тенденцию за ряд десятилетий, то мы понимаем, что у нас реально снижение рождаемости. И при этом нужно обратить внимание на показатели смертности. Как и в показателях рождаемости у нас цифры кривоватые, будем так говорить, но и показатели смертности тоже вызывают различного рода сомнения. Потому что если факт смерти не несет за собой наступление каких-то юридических последствий, то многие не обращаются в органы ЗАГСа и не фиксируют произошедшее событие, то есть смерть человека. То есть если есть возможность наладить такой учет, есть различные предложения отечественных ученых. Я надеюсь, что эту ситуацию с этими цифрами мы в дальнейшем будущем как-либо выправим. Если обратить внимание на исследования отечественных ученых, то по данным необходимо, чтобы в семейной структуре примерно 50% семей было с 3-4 детьми, 10% с 5 и более. То есть тут можно сделать вывод, что у нас не хватает 35% семей с 3 и 4 детьми. Но понятно, что в связи со сложившимися неблагоприятными условиями экономическими у семей снижается мотивация к планированию рождения ребенка. То есть нежелание родить ребенка – это итог влияния на репродуктивное поведение женщин различного комплекса факторов. Это неуверенность в завтрашнем дне, и безработица, и низкая зарплата, и отсутствие жилья, недостаточная материальная обеспеченность семьи. Однако необходимо отметить, что у нас за последние 5 лет в области демографии были приняты различного рода решения. Хотела бы отметить экономические меры, которые были приняты. Это введение пособия при рождении ребенка в размере 100 тысяч рублей, ребенка абхазской национальности. И в 2023 году Кабинет министров внес в межведомственную целевую программу развития демографии на 2024 год изменения. Теперь за 1-го, 2-го и 3-го ребенка будут выплачиваться 100 тысяч рублей, за 4-го и последующего 200 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить работу Фонда социального страхования. За несколько лет пособия с 3 тысяч рублей по уходу за ребенком были увеличены до 7 тысяч рублей, а единовременные выплаты составили уже 27 тысяч рублей. Понятно, что на демографическую ситуацию и развитие нашей республики в наше время значительное влияние оказывает та демографическая волна, которая возникла во второй половине 90-х годов и как следствие потерь 92-93 годов. Но и одной серьезной демографической проблемой, на которую хотелось бы обратить внимание, это миграционный отток молодежи из села. И основу этого оттока, как мы понимаем, составляет молодежь. Молодежь от 18 до 35 лет, и этот процесс принял массовый характер и имеет, конечно, серьезные негативные последствия. Почему? Потому что именно молодежь является трудоспособной и грамотной частью населения, и на нее приходится преобладающее большинство рождений детей. Понятно, что стремление жить в городах имеет большое и глубокое социально-экономическое обоснование. Это и уровень занятости населения в городах, и жилищные условия. То есть город молодежи сегодня предоставляет более широкие возможности в плане социально-экономической реализации. Но хотелось бы отметить, что для возвращения адаптации молодежи в село необходимы меры государственной политики в сфере повышения занятости населения, стимулирования развития малого бизнеса в селах, развития инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры села, стимулирование сбыта сельхозпродукции, обеспечение доступности и повышения качества образования, улучшение культурного, медицинского обслуживания сельского населения, а также формирование в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни.
На следующем слайде, не буду отнимать много внимания, представлены те меры, которые, на наш взгляд, могли бы привести к решению проблем воспроизводства демографического потенциала республики. Конечно, мне хотелось бы созвучно уже с Ингой Шутиевной-Ардзенбо, которая до меня выступала, это принятие концепции демографической политики. Точечные проекты, которые принимаются на 1 год, они не то что неэффективны, они не способны дать результата. Результат демографии – это всегда отложенный результат, который мы увидим через 10 и 20 лет в повышении численности населения. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что сложившаяся демографическая ситуация в Абхазии свидетельствует о наличии серьезных угроз, и их ликвидация является одним из важных условий обеспечения национальной безопасности страны. Позвольте мне представить вам реальную картину происходящего и предложить мне конкретные решения на наш взгляд. Хочу заранее говориться, что все данные доклада взяты из открытых источников, это публикации в прессе, данные государственных учреждений и статистики. Могу ошибиться, Кама Алексеевна, наверное, дополнит, если какие-то ошибочки будут. На первый взгляд ситуация кажется стабильной, но она тревожна. Нас около 244 тысяч человек, эта цифра почти не меняется. Абхазы составляют чуть более половины населения. Мы с вами пережили тяжелейшую демографическую яму. В 2021 году, в пик пандемии, смертность была высокой, а в 2022 убыль населения была почти двукратной. Только в 2024 году мы вышли в плюс, но этот плюс минимален, родилось всего на 10 человек больше, чем умерло. Однако, коллеги, официальная статистика рождаемости не показывает всей правды. Мы проанализировали данные школ, и они дают нам повод для сдержанного оптимизма. Давайте посмотрим на первоклассников. В сентябре 2025 года в школы Абхазии пошло около 2500 детей. Но если мы отмотаем время назад, на 6-7 лет, когда эти дети рождались, то официальная статистика наших ЗАГСов показывает всего около 1500 рождений. Возникает вопрос, откуда взялась эта разница в 900 детей? Ответ прост. Эти дети наших граждан, которые живут в Абхазии, но родились в роддоме Сочи и России. Родители выезжают туда за медицинской помощью и российскими пособиями, но живут здесь. Это значит, что реальная рождаемость в Абхазии выше официальной на 30, а то и 60%. Желание иметь детей у наших людей есть. Но нам нужно создать условия, чтобы поддержать эти семьи здесь, дома. Мы изучили опыт Российской Федерации. Материнский капитал – это хорошо, но для нашего бюджета такая программа попросту невыполнима. Тем более для семей с низким доходом в селах разовая крупная сумма менее эффективна, чем регулярная живая копейка. Поэтому мы предлагаем ввести пока в качестве эксперимента новую меру поддержки под названием «Абхазский демографический стандарт». Суть предложения такова. Семьям при рождении 3-го и последующих детей выплачивать ежемесячные пособия. Платить нужно с рождения и вплоть до поступления ребенка в 1 класс, то есть целых 7 лет. Сумма должна быть не менее прожиточного минимума, который на 2026 год составляет 20 тысяч рублей. Почему именно ежемесячные выплаты? Потому что они позволяют покупать продукты, одежду и оплачивать насущные нужды здесь и сейчас, реально снижая уровень бедности. Мы понимаем, что бюджет не безразмерен, поэтому предлагаем начать с пилотного проекта в 2 районах – Ачамжирском и Гудаутском. Почему именно они? Это крупные сельскохозяйственные районы, где поддержка села даст максимальный эффект. Давайте посчитаем. В этих 2 районах проживает примерно 1200 многодетных семей, которые подпадут под эти критерии. Если умножить эти количества на 20 тысяч рублей в месяц и на 12 месяцев,
то итоговая нагрузка на бюджет составит порядка 300 миллионов рублей в год. Эта сумма вполне посильна для нашего государства. И это не просто трата, это инвестиция в 300 миллионов, которая пойдет напрямую в экономику села и, самое главное, будущее наших детей. Если мы хотим наполнить смыслом год села и работу нового комитета по демографии, мы должны перейти от слов к таким конкретным финансовым инструментам. Возникает экономический вопрос. Почему мы предлагаем именно такой формат – 20 тысяч ежемесячно, а не копируем полностью российский материнский капитал с его разовой крупной суммой? У нас есть 3 веских аргумента. Во-первых, это борьба с текущей бедностью, так называемый эффект полного холодильника. Российский опыт показывает, что маткапитал отлично решает стратегические задачи, вроде покупки жилья, но он не решает проблему бедности сегодня. Многодетная семья в селе сталкивается с нехваткой денег на самое необходимое, а ежемесячная выплата гарантирует, что дети будут сыты и одеты каждый день. Это снимет у родителей страх перед завтрашним днем, который является главным тормозом рождаемости. Во-вторых, это адресная поддержка села и наша демографическая безопасность. Молодые семьи уезжают из сел не потому, что не любят землю, а потому, что там трудно выжить финансово. Гарантированный доход на 3-4 ребенка станет якорем, удерживающим семью в родном селе. А село, как мы знаем, это колыбель абхазского языка, культуры и абсура. 26-й год объявлен президентом годом села. У нас есть политическое воля руководства, и у нас есть понятный инструмент. Предлагаю внести данную инициативу в резолюцию нашего круглого стола и рекомендовать Кабинету министров и парламенту рассмотреть возможность включения пилотного проекта по выплатам в Ачамчинском и Гудаутском районах в бюджет следующего года. Цена вопроса – 300 миллионов рублей, цена бездействия – пустые села и демографический тупик. Уважаемые коллеги, мы много говорим о росте населения, но есть тема, о которой говорить больно, но необходимо. Это ситуация в Галском районе, в историческом Самарзахане. Скажем прямо, у нас есть огромные сложности с интеграцией населения этого региона. И дело здесь не только и не столько в экономике. Проблема гораздо глубже, она в культуре, в сознании и в том, кем себя ощущают люди, живущие на этой земле. К сожалению, за последние 10 лет мы наблюдаем тревожную тенденцию. Молодежь уезжает из района, они смотрят на другой берег Ингура, уезжают в Грузию, и что самое страшное, обретают там грузинскую идентичность. Это касается и тех, кто этнически считает себя мигрелами. И что особенно печально, самарзаханцев, в жилах которых течет абхазская кровь. Почему это происходит? Ситуация с гражданством, сложившаяся после 2014 года, фактически заморозила процесс интеграции. Мы словно остановились на полпути. Молодые люди, не видя четкого сигнала от нас, выбирают ту идентичность, которая им доступна и понятна там, за границей. Недопустимо, чтобы этот процесс продолжался. Мы не можем просто наблюдать, как наши дети становятся чужими. Что нам нужно сделать? Нам нужен единый стандарт государственной политики. Стандарт, который объединит всех граждан Абхазии в один народ. И начать нужно с самого главного символа – принадлежности человека к роду и стране, с фамилии. Посмотрите на наши паспорта. В них до сих пор царит разнобой. Мы пишем имена и фамилии в разных транскрипциях. Более того, многие наши граждане, и абхазы, и самарзаханцы, носят фамилии искаженные, чуждыми нам окончаниями «ая», «ия», «ава». Эти окончания размывают наш единый народный массив. Они искусственно делят нас. У нас есть прекрасный пример того, что нужно действовать. Вспомните работы наших многоуважаемых ученых Валерия Еремеевича Гвардия и Вячеслава Черикова. Они проделали колоссальную работу по топонимике. Благодаря им у нас есть словари, где названия наших городов и сел указаны исторически верно.
Мы вернули своим землям их исконные имена. Теперь пришло время провести такую же работу с именами людей. Нам необходимо унифицировать написание фамилии. Не должно быть такого, чтобы представители одного и того же рода писались по-разному. Кто-то Зухба, а кто-то Зухбая и так далее. Это один род, одна кровь, и фамилия должна звучать одинаково, гордо по-абхазски. Наше предложение заключается в следующем. Во-первых, поручить нашим лингвистам, нашим ученым разработать единый стандарт написания фамилии. Убрать названные истории чужеродные суффиксы и вернуть фамилиям их исконный абхазский вид, как на кириллице, так и на латинице. Во-вторых, этот стандарт должен быть принят парламентом как закон. И в-третьих, это самое важное, внедрение этого стандарта мы должны начать именно с Галского района, с исторического Самарзакана. Это не насилие над личностью, это возвращение памяти. Наши дети и внуки не должны быть разделены последствиями грузинского переселенстроя. Они должны осознавать себя единым народом, живущим в одной стране. Только такая государственная политика поможет нам вернуть молодежь. Сегодня они выбирают враждебную нам идентичность и гражданство, зачастую просто в силу абсурдных исторических процессов и нашего, к сожалению, бездействия. Мы не просто должны предложить им экономические блага, мы должны начать с того, чтобы государство гарантировало единство во всем. Если в паспорте молодого человека из Гала будет написано его родовое имя в правильной исторической форме, это станет первым шагом к тому, чтобы он почувствовал себя полноценной частью абхазского мира. Актуальные проблемы здравоохранения. Понятно, что это очень глобальная тема, и в 5 минут уложиться просто нереально. Нам обозначили озвучить самые такие животрепещущие вопросы, и постараюсь коротко их проговорить. Решение актуальных проблем требует комплексного подхода, безусловно, который включает в себя в первую очередь доработку законодательства, централизацию управления, кадровый дефицит, модернизацию инфраструктуры и диверсификацию источников финансирования. Кадровый дефицит, он всем известен, и проблема кадрового дефицита в нашем здравоохранении стоит, к сожалению, достаточно остро. Это дефицит и для детского населения, и для взрослого. Например, для детского населения нам остро не хватает реаниматологов, анестезиологов, неврологов, онкологов, кардиологов, ортопедов. Нет вообще в стране такой специалистов по клинической фармакологии. Это очень важные специалисты. Например, когда пациенту назначают не 5-6 препаратов, а 8, 10, 15 препаратов, именно клинический фармаколог должен определить дозировку, и именно он знает, насколько основное вещество одного препарата может ингибировать основное вещество другого препарата. Потому что, к сожалению, у нас нет в стране определенных специальностей вообще, а какие-то специалисты в единичном экземпляре. Но есть пути решения этого вопроса, и уже не первый год руководство страны и непосредственно Министерство здравоохранения работает в этом направлении. Значит, целевое обучение. На целевое обучение сегодня выделяется 20 миллионов бюджета. На наш взгляд, это не самая большая сумма. Надеемся, что она будет нарастать, но то, что это уже работает и есть, тоже дорого стоит. Сегодня 55 студентов учатся за пределами Абхазии по нужным специальностям и 48 ординаторов. Часть из них возвращается, часть вернется, но остро будет стоять потом вопрос штатных единиц. К сожалению, несколько лет тому назад, и вы этот вопрос тоже, я думаю, многие об этом слышали, что были сокращены штаты в системе здравоохранения, и возвращаясь, нужные специалисты, возможно, не будут трудоустроены в должном количестве. То есть этот вопрос остро тоже будет стоять в перспективе, мы надеемся, что он будет решен. Как еще можно решить эти вопросы? Это приглашенные специалисты. Сегодня это в ряде случаев, в ряде направлений, это, наверное, единственный пока выход из-за рубежа, в частности из Российской Федерации. И важно не просто однократный приезд этих специалистов, а
периодический приезд тех специалистов, которые востребованы, которые себя уже зарекомендовали. В принципе, эта практика существует. Также привлечение наших и внешних специалистов на постоянной основе в районы, более оголены районы, нежели столица страны. И для того, чтобы и наших и внешних специалистов поддержать и все-таки привлечь в районы, нужно усилить материальную мотивацию, соцпакеты, и это самое действенное. Но и мы сегодня можем говорить, что уже около года у нас работает и развивается система телемедицины, очень в подспорье. С 2025 года при поддержке Федерального центра медицины и катастроф Минздрава России на базе Республиканского центра открыт и создан такой центр, который активно работает. Много пациентов уже через этот центр прошли. Конечно, это сокращает материальные расходы, очень помогает в экстренных случаях, когда нет узких специалистов, есть возможность в режиме онлайн связаться с ведущими лучшими специалистами Российской Федерации. Это очень помогает. Таким образом, решение кадровой проблемы в Абхазии видится в комплексном подходе, который уже реализуется. Это сочетание целевой подготовки собственных кадров с опорой на международную помощь и создание привлекательных условий труда на местах. Также достаточно острый вопрос. Это вопрос заработной платы медицинских сотрудников. Это тоже ни для кого не секрет. И повышение зарплат медикам в Абхазии обеспечивается за счет комбинации внешнего финансирования и внутренних реформ. Система ежегодной индексации уже стала устойчивой практикой. Переход к дифференциальной оплате возможно с 2026 года. В принципе, будет поддерживать самых квалифицированных и загруженных специалистов. Дальнейшее развитие должно идти по пути совершенствования критериев стимулирующих выплат, расширения законных источников дохода медицинских учреждений и укрепления контроля за эффективностью использования бюджетных средств. Недостаток специализированного медицинского оборудования тоже достаточно остро стоит в Абхазии. В этом направлении многое уже сделано, и не сомневаемся, что будет сделано. Как известно, в прошлом году президентом Абхазии перед Минздравом была поставлена задача подготовить конкретный перечень медицинского оборудования, необходимого до укомплектования медицинских учреждений, и к середине 2026 года должна быть представлена долгосрочная государственная программа развития здравоохранения, которая должна включить в себя разделы по модернизации материально-технической базы. И при поддержке и своевременном бюджетировании многие стратегические направления, уверены, будут покрыты. На сегодняшний день, вот представьте, у нас, например, единственное лор-отделение при республиканской больнице в стране. Да, из-за того, что у нас нет эндоскопического лор-оборудования для хирургии, мы даже вынуждены для удаления аденоидов детей отправлять за пределы Абхазии. Конечно, это не дело, и мы очень надеемся, что в скором времени эти вопросы будут закрыты. Вопрос иммунизации. Из-за регламента вынуждена так переходить из одного вопроса на другой быстро. Вопрос иммунизации. Проблема иммунизации населения Абхазии носят системный характер. Ни для кого не секрет, что у нас низкий уровень вакцинации. И, в принципе, охват как детского, так и взрослого населения, к сожалению, очень выражены не только в нашей стране. Это тенденция по всему миру, антипрививочные настроения, дезинформация. И все это в целом не позволяет достичь нам стабильной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым заболеваниям. В советское время эта задача была успешно решена, и мы должны вернуться к этой стабильности. Для исправления ситуации необходима системная работа по информированию населения. Здесь только система здравоохранения самостоятельно не справится. Естественно, нужны волонтеры, нужна работа СМИ, то есть это комплексная работа. Также повышение квалификации персонала для грамотной консультации родителей. Педиатры из-за их нехватки не успевают работать и с детьми, и активно и долго работать с матерями, да, объясняя им пользу вакцинации. Над чем нужно работать? Над обеспечением стабильных поставок вакцин, над контролем качества вакцин. С 2024 года у нас уже вступил в силу закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Безусловно, он очень в помощь системе здравоохранения. И обеспечение программы иммунизации детей, так и взрослых позволит создать коллективный иммунитет от вакциноуправляемых заболеваний, тем самым обеспечить эпидемиологическую стабильность в стране. Надеемся, что эта задача будет не совсем в обозримом будущем, но решена.
Есть один такой тонкий, но очень важный вопрос, который хотелось бы сегодня озвучить, несмотря на то, что у нас мало времени, это установление этнических норм, референсных интервалах. Мы об этом говорим не так часто, но пришло время. То есть у каждой нации есть свои этноспецифические особенности, и в этом вопросе системе здравоохранения могут быть в помощь только научные институты. В нашей стране один такой научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, где последние 10 лет мы этим занимаемся. Основное место моей работы – это научный институт. Дружно в тандеме с Минздравом, с поддержкой Академии наук 2017 года эти исследования ведутся, исследуются жители Абхазии, выделяется здоровая когорта, делятся эти пациенты по правилам ВОЗ, да, по стандартам на возрастные категории. И, в принципе, за все эти годы уже большая работа проделана. Мы надеемся, что за последующие 2 года мы сможем уже реализовать большую часть поставленных задач и установить собственные пределы норм для гематологических, биохимических, гемостазиологических, иммунологических нормативов. Просто пример вам приведу. Всем вам известно, чтобы было понятнее, о чем я говорю, например, те же лейкоциты, всем вам известные, которые там повышаются при разных воспалительных, вирусных снижаются, бактериальных повышаются, но нормы сегодня от 4 до 11. Так как это общая норма, это больше европейские нормы, мы сегодня используем, к счастью, уже автоматические анализаторы, и в них заложены нормы от 4 до 11. При том, что для нашей популяции, как оказалось, характерна больше норма, верхняя граница до 9. То есть, когда мы видим пациента 11, 12, для нас это уже не норма. Но в то же время у врача норма до 11. То есть для нас очень, это, с точки зрения предиктивной медицины, об этом можно очень долго говорить, очень нужное направление, которое мы обязаны развивать, поэтому установление собственных этнических норм – очень важный вопрос, который нам позволит со временем перейти к этой персонализированной медицине. Следующий вопрос глобальный – это создание эффективной системы менеджмента качества здравоохранения. Это задача более высокого порядка, да, чем просто закупка оборудования, повышение зарплаты и так далее. И в Абхазии эта система находится на стадии активного формирования. На что нужно делать аспекты? Это нормативно-правовое регулирование, разработка и внедрение порядка оказания медицинской помощи, стандартов оснащения, клинических рекомендаций. Мы должны иметь собственные клинические рекомендации. Вот в прошлом году были определены, год работали коллеги над тем, чтобы по артериальной гипертензии с учетом наших особенностей, наших возможностей определить и иметь собственные клинические рекомендации. Это огромная работа, кадров не хватает, но она, к счастью, ведется. Привлечение экспертного сообщества, лицензирование, аккредитация медицинских учреждений. Очень важный, острый вопрос, потому что сегодня аккредитируют и лицензируют только частные учреждения. Это неправильно, мы должны идти по пути других стран, да, не придумывая здесь велосипед, потому что и медицинские государственные учреждения, и каждого сотрудника должен проходить аккредитацию, и главный врач будет понимать, что если какой-то из его сотрудников не пройдет ее, не будет соответствовать стандартам, то его медицинское учреждение не сможет выполнять медицинскую помощь в полном объеме. Инвестиции, инфраструктуры, в них вкладывать. И очень важный здесь вопрос – это подготовка управленческих кадров, то есть менеджеров здравоохранения. На сегодня делается аспект, то есть главный врач, заместители главных врачей должны быть, безусловно, хорошими врачами, но главная их задача – это правильный менеджмент, экономика, в общем, правильное руководство. Таким образом, создание системы медицинского менеджмента качества в Абхазии – это сложный процесс, успех которого будет зависеть от последовательной реализации нормативных решений, углубления экспертного сотрудничества с внешними коллегами и, что самое важное, от подготовки управленцев нового типа. Завершая, хочу отметить, что глобальный вопрос – это централизация системы здравоохранения. Это самый стратегический вектор реформы, о котором Министерство здравоохранения и министр здравоохранения говорит уже не один год. И в отличие от предыдущих тем, это не латание дыр, о которых я только что говорила, кадры, зарплата, оборудование. Это уже централизация, призвана изменить саму архитектуру управления. И в этом вопросе Минздрав должен быть регулятором. Сегодня вы знаете, что часть районов, то в каждом районе есть центральные районные больницы. Они подведомственны администрации. В каждой администрации есть свое бюджетирование. Возьмем, например, Творчальский район и Гагрский. Несопоставимые возможности Гагры и Творчили.
Почему, там, скажем, Творчельская больница должна страдать больше? У них, например, есть автоматическое оборудование, которое давно им приобрели, но они не могут купить реагенты, потому что реагенты вообще не заложены. Нет статьи на реагентику, да? То есть если была бы другая вертикаль и если бы была бы централизация, можно было бы равномерно помогать всем и решать общие глобальные вопросы. Также для того, чтобы централизация была реализована, безусловно, ключевым фактором успеха станут политическая воля, подготовка управленческих кадров, успешное завершение разработки государственной программы развития здравоохранения и завершение доработки закона о здравоохранении. Тема, касающаяся самурзаканских абхазов, она не новая, она давнишняя. Разговаривая с многими общественными политическими лидерами, организациями, все едины во мнении, что да, этот вопрос нужно решать. Вот я принес статистику, даже по селам, вот 18 сел, и в каждом селе у нас фактически проживание по хозяйственным книгам одна цифра, по факту у нас уже другая. У нас люди постепенно все уходят, и эта тенденция только растет. По школам, 19 школ содержим в Гальском районе, 7 детских дошкольных учреждений. С 2020 года у нас учащихся в школах было около 3000, 3058 человек. На сегодняшний день уже 2451 ребенок у нас учится в школе. Выпуски, количество выпусков было в школе в 2020 году, 259 детей оканчивали 11 класс. На 2025 году 213. И вот так все меньше у нас уменьшается. У нас люди уходят. Главная тенденция в том, что в основном, где человек не видит, родитель, что его дети, его чада в этой стране не будет легитимным, настоящим гражданином, конечно же, любой человек будет искать, куда уйти и где его ребенок будет уже настоящим полноценным гражданином. Это касается и абхазских национальностей, и не абхазских, все вместе. Касающиеся абхазских фамилий, вот я слышал мнение от предыдущего оратора, что вот мышление должно быть абхазское только в этом случае. Ну как быть с фамилиями Арзенбая, например? Как быть с Маргани, Акиртава, Делба, Тушбая, Анчабадзе, Царакбая, Басария, Ласушбая и многие. Эти все исконные абхазские фамилии, в которыми люди, когда принимался закон, когда парламент принял, был президентом, сейчас нехорошее слово толпами скажу, большими группами приходили они в администрацию, когда же заработает этот закон, у всех было огромное желание, но в законе, наверное, Лана Будовна потом скажет, да, там небольшая погрешность получилась, это было по инициативе депутатов, в обществе это понимается, но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Вся ситуация у нас по пенсионному обеспечению у нас 6393, это содержит государство. У нас по дотациям и субсидиями содержит республика, и средства Российской Федерации идут основным категориям. Мы большой, огромный объем работы делаем, но в итоге по окончанию школ детям не дается ничего, и, конечно, становятся гражданами других любых государств, но только не нашим. Считаю так, что, если говорить о мнениях, ребенок, родившийся в нашем роддоме, прошедший наш детский сад, окончивший школу, проживающий более века родители должны быть наши граждане, независимо от национальности. Это первое. Второе, если говорим об этнических абхазах, то вот Тимур Худович говорил, и тут все говорили около 5 с чем-то тысяч. Это те, у кого хотят и могут вернуть. О процедуре, если говорить, процедуру прописывает законодатель, в процедуре будет ясно зачитывание Конституции, каких-то определенных норм, знание небольшого языка и далее. И все это мы делаем не сейчас и не на сейчас, а на будущее будем это делать, чтобы создать там будущее для этих людей. Ведь там есть озеро Бибисир, это где были расстреляны люди, которые отказывались изменять свои фамилии. Гальцы туда на охоту даже не ходят. Оно находится в лесу, в сезон охоты, и утки, и все, как говорится, такое, но туда у них табу, там наши расстрелянные, наши предки, мы туда не ходим. Люди с традициями, люди наших кровей, менталитета, всего-всего. У нас
И у людей такое мнение, что у нас какая-то негласная политика, чтобы как-то отсюда всех выживать. Я объясняю, да нет такой политики. Просто вот такая политическая турбулентность. Все бывает, потерпите, ждите. Но это ждите уже больше 5 лет, 6, или уже с 16 года, или там с какого года. Вот такие проблемы людям создали. Далее, когда было принято решение о лишении гражданства и паспортов, у людей просрочились документы. Теперь, чтобы заявиться и получить хотя бы вид на жительство, ему говорили: пойди туда, получи паспорт соседнего государства, возвращайся сюда, подними по хозяйственную книгу, что ты житель, и ты получишь вид на жительство. В основном большую массу народа сами толкнули для этого, чтобы они у нас стали гражданами Грузии там, или других государств. Да, по неволе. А сейчас даже те, кто хочет освободиться, эта процедура непростая, и она очень сложная, вы все про нее знаете, и потому очень хотелось бы, чтобы дали людям возможности для тех, кто хочет, те, кто видит будущее в этой стране, чьи дети видят тут будущее, чтобы мы дали им такую возможность. Вот обращаясь к законодателям, депутатам парламента, к обществу, я вот, если мое мнение будет услышано, я говорил бы об этом. Вот у нас было создано, Тенгиз Шукриевич тут был, да, член общественной палаты, он занимался в свое время обществом самурзаканских абхазов. Все вводные, все данные собирали они, очень долгое время они аккумулировали, собирались людей, вот 47 фамилий абхазских, которые были в этом обществе. На сегодняшний день я даже не могу сказать, кто в этом обществе, сколько осталось, сколько нет, и вообще, насколько это самурзаканское общество живет, само общество, вот это юридическое, мне на данный момент неизвестно, потому что уже более 5 лет в мою бытность, оно как бы руки опустило и так машет рукой: ой, нас все равно не примут, мы все равно нас считаются мы чужими. И мы все это делаем. Да, понимаю, что говорите, надо говорить на языке, как бы, ну, давайте шанс дадим будущему, шанс дадим детям. В противном случае у нас там получится, будущее будет у нас очень плохое, глядя на сегодняшние политические глобальные реалии, у нас произойдут очень нехорошие вещи, и даже не хочу их озвучивать. Потому нам надо, чтобы на территории должны и быть, и жили. Это наши люди, живущие в своих домах, очагах, они наши граждане, и у них ответственность согласно нашей конституции, наших законов. Все, у них других законов там других быть не может. Сегодняшняя ситуация, она, конечно, сложна, но то, что Общественная палата подняла этот разговор, и сегодня здесь большое спасибо. И если позволите, мое мнение было бы очень хорошо, если нас законодатель услышал бы. Сегодняшний день в Городском районе проживают у нас по виду на жительство 38 402 человека, по паспортам Республики Абхазия 1337 человек у нас на весь район. Количество у нас получилось 38, вообще 39, 40 тысяч населения. По переписи 2011 года в разы цифра была больше. Сейчас она все уменьшается. Для чего это делать, для кого освобождаем районы, или какая логика? Сейчас старики, не дай бог, старшее поколение 10-15 лет, 20, уйдут из жизни, как и все мы когда-нибудь. И кто у нас останется? Дети все уедут искать жизнь, где они могут представлять само государство и быть за государство. И что мы в этом районе получим? Это исторический абхазский район. Первая школа абхазская вообще-то была в селе Укум, если я не ошибаюсь, да, учрежденная Дмитрием Гуле. И люди это знают, фамилия Колбая, большая фамилия. Ну, сейчас не буду перечислять. Хинбая, Киут, Абухбая, с Шатипа, Гулискерия фамилия, вообще-то одна из древнейших фамилий Абраскил, если я верно говорю. И представители это знают, и гордятся, и показывают свое на сердце. Мы хотим тут жить, хотим умереть здесь, хотим, чтобы наши дети были в чагах. Все понятно, но надо людям дать шанс тем, кто хочет. Я тоже говорю, это не насильственное, это не давление. Кто понимает, кто хочет быть в нашей стране, в нашей республике, должны будут пройти определенную процедуру. Вот такое вот мое мнение.